Таджикский военный ранен во время перестрелки на границе с Кыргызстаном. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему на этот раз обострилась ситуация на границе. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Мы нашли, как помочь огромному количеству мигрантов, то есть нашли, как можем помочь вам найти себя и зарабатывать достойные деньги. Для того, чтобы попробовать себя в работе онлайн, при этом ничем не рискуя и не уходя с текущей работы, оставьте свои данные по Google форме ниже под видео, и мы с вами свяжемся. Во время перестрелки на границе с Кыргызстаном в районе села Чаркух ранен пограничник из Таджикистана. Согласно представленным данным, пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное. Специалисты проведут экспертизу пуль, которыми стреляли в пограничника. Каждая страна называет разные версии произошедшего. Согласно информации таджикской стороны, кыргызские военные не пустили нескольких жителей села Чаркух на лечение в Кумазор, расположенный в пределах госграницы. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Мына тажиктер жүрөт. Биздин военный жок. Мына кыргыздын территориясына өтүп кеткен. Для того, чтобы граждане вернулись по домам, пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В ответ таджикские военные также открыли предупредительный огонь. В ГКНБ Кыргызстана назвали другую версию произошедшего. Киренсе жолдон аркы бети болуш керек. Бул жака өтүп келди. Муну ким териштирет? Териштирүүчүлөр барбы? По словам представителей ведомства, в местности Куммазар Баткенского района таджикистанцы без согласия с кыргызской стороны начали проводить мероприятия по очистке участка от песка и не реагировали на требование остановиться. Между жителями обеих республик завязалась перепалка, которая переросла в драку. После этого пограничники обменялись предупредительными выстрелами. На данный момент на территории находятся представители власти Таджикистана и Кыргызстана. Точные причины произошедшего еще выясняются. Обстановка оценивается как стабильная. Как вы думаете, что на самом деле там произошло? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!